Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Утки, индейки, Деда Морозы и даже стихи. Всего доброго, чистого, ясного, чтобы ваша жизнь была прекрасной. Хороший каждый день грядущий, а вы такие бодрые, молодые, цветущие. Как сегодня в городах республики прошли новогодние сельхозярмарки, расскажет Салават Мухаммадуллин. Снюсом бой! Чтобы месту этому злу не было. Что намерены делать, узнал Дмитрий Аринин. Победа без границ. Это, как сказать, в дальнейшем постигнет к развитию себя как бы. В Казани поздравили победителей национального чемпионата Обилимпикс. Как люди с ограниченными возможностями здоровья доказали всем обратное, узнал Рамиль Шайдуллин. Дурацкий цирк в Казани. Специально приехали с другого конца города, чтобы посмотреть на них. Для чего сегодня в Казанский парк рельсоветов приезжала пожарная машина, и причем здесь новогоднее настроение, знает Сергей Хайдаров. Гуси, утки, индейки к новогоднему столу. Сегодня в городах республики прошли традиционные сельхозярмарки. За 3 дня до наступающего 2020-го особый ажиотаж. С выбором у прилавков покупателям помогал Дед Мороз. Что выбирают горожане на угощение и насколько в этом году продали фермеры? С новогодней ярмарки Салават Мухаммадуллин. Как в новогодних фильмах, гирлянды, украшения и елки. Такую сказочную ярмарку в 6 утра увидели жаворонки. Но любоваться некогда. Зазеваешься и все раскупят. 290, кольца 210. Очереди за индейкой, уткой и гусем. На радости и продавцам, и покупателям. Для первых – новогодняя выручка. Для вторых – выбор и фермерская птица. Гуси, да. Как почем гуси у нас? 400 рублей килограмм. У Нияза Залалдинова даже интервью спокойно не взять. Все время подходят покупатели. Сегодня из Дрожжанова привез 40 тушек. Не на каждый день мясо гусиное, это же обычно на Новый год только берут. Вот поэтому на новогодний стол. С праздником вас! С наступающим Новым С годом! новогодними покупками и праздничным настроением на ярмарке сегодня помогал Дед Мороз. Не обошлось и без хороводов. Здрасте, можно чайку, пожалуйста? На новогодней ярмарке можно согреться стаканчиком горячего чая. Попить его могут все. В общем, такая дружная семейная атмосфера. Сейчас попробуем. Спасибо большое. Горяченький. Вы с собой воду привозите, что ли? Вкусная так. Ну, в общем, класс. Эта новогодняя ярмарка еще и юбилейная, 20-я в этом году. За предыдущие продано почти 2000 тонн мяса, 13,5 тысяч тонн овощей и картофеля, 9,5 миллионов яиц. Общая сумма больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. У нас есть стационарные точки городские. Мы эти стационарные точки будем также загружать, чтобы они работали, чтобы всегда свежая продукция наших фермеров была на полках наших рынков. Это была последняя ярмарка в этом году. В следующем они могут заработать уже во второй половине января. Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Чтобы этому злу не было места, Рустам Минниханов поручил жестко бороться с продавцами снюсов. Как доложили на республиканском совещании, Роспотребнадзор в лабораториях подтвердил, изделия опасны. Напомним, на этой неделе Госсовет Республики уже принял закон о запрете продажи несовершеннолетним снюсов и вейпов. Но он вступит в силу только в январе. Что до этого времени планируют делать, узнал Дмитрий Аринин. Механизм реализации, он достаточно сложный. Сложно, но нужно бороться со снюсами, указал Рустам Минниханов. Президенту доложили, в Татарстане продается около 40 видов таких изделий. Республиканский закон, запрещающий продажу несовершеннолетним, вступит в силу только 5 января, но действовать нужно уже сейчас. Уже есть случаи отравления, и мы должны пройти весь путь, судебную практику наработать. Ну и все, что необходимо для того, чтобы
Вот месту вот этому злу не было. Роспотребнадзор уже начал проверки мест, где продаются снюсы. В основном это мелкие торговые точки рядом со школами. В Казани, Челнах и еще ряде крупных городов из продажи изъяли более 12 килограммов опасного товара. Это партии, у которых не было деклараций о качестве. В этой продукции табак заменен на никотин. И поэтому эта продукция не считается табачной. Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная опасность употребления такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи. Блокировать также собираются сайты, где продаются снюсы. Проблему намерены решать и в масштабах всей страны. В Госдуму уже внесен законопроект. Изменили что-то в составе, то есть они нашли лазейку, как обойти закон. И задача наших специалистов, системы здравоохранения, правоохранительных органов, Роспотребнадзора, органов торговли, подсказать, какие законодательные, нормативные меры нужно новые принять, чтобы вот эту лазейку захлопнуть. Пока в Татарстане будут действовать своими силами. До конца января Роспотребнадзор планирует проверить еще более 2000 торговых объектов. Дмитрий Аенин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Проверить все случаи освобождения от призыва Рустам Минниханов призвал прокуратуру республики. Президенту доложили, в Татарстане план по призыву выполнен, но зафиксированы уклонения от армии за счет фиктивных справок. Теперь в течение месяца надзорные ведомства должны изучить все дела и основания, когда молодых людей освобождали от службы в вооруженных силах. Ввод жилья в республике завершен на 99%. Сдано более 2,5 миллионов квадратных метров. На оставшихся объектах сейчас идет приемка. Цифры озвучили сегодня в Доме правительства. По национальному проекту «Жилье и городская среда» план следующего года еще больше, почти 3 миллиона. Со следующего года начинает действовать и новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий. По ней будут льготная ипотека и кредиты на ремонт и строительство домов на селе. Стоит задача и повышать зарплату работникам АПК. Как отметил Рустам Минниханов, в целом республика завершает год с хорошими показателями. Запланируйте на новогодние каникулы хорошие мероприятия, чтобы и демография у нас, и настроение у нас хорошее было. Я хочу поздравить всех нас с наступающим Новым годом и также активно нам вместе трудиться в следующем году. Бигзур Ахмад Хазматович, спасибо. Сегодня в Салават-Купыре новоселье отпраздновали сразу 255 семей. Новую 17-этажку заселили по соципотеке. Построили за 1,5 года по современным стандартам. Радость новоселов разделил Рамиль Галюлин. Дочка, заходи. Вот здесь наша кухня будет. Так, Амина Ефимова вместе с дочкой Региной осматривает новую однушку. Она хоть и небольшая, зато своя. Ведь до этого семья 24 года жила в съемной квартире. Комната очень просторная, уютная, кухня большая, еще прихожая большая. Для нашей семьи это большой подарок в преддверии Нового года. Очень рада, что получили квартиру. Квартира очень хорошая, с красивым видом, в принципе, в удобном расположении. Здесь вот можно повесить турник. Новогодняя мечта исполнилась и у семьи Политовых. Свою двухкомнатную уже называют хоромами. Говорят, теперь детям будет где разбежаться. Детям нужна отдельная комната, поэтому, скорее всего, мы поселим ее в этой большой комнате. Обстроим ее. Планировку пока еще не придумали. И таких 255 квартир. Все в чистовой отделке. Оборудованы электроплитами, фильтрами и умными счетчиками. Если мы говорим счетчики, то со считыванием удаленных данных. То есть теперь не нужно никому передавать там снабжающим организациям показания. Все это происходит автоматически. В новом доме не только квартиры с современной планировкой, но и придомовой инфраструктурой. Рядом есть 2 детских сада, парковка и детская площадка. Также строится новая школа. Откроют ее уже в сентябре следующего года. Многоэтажку построили по программе соципотеки. Инвестор Госжилфонд. Существуют строительные нормативы. Этот дом должен строиться 2 года, мы его построили за 1,5. В этом году по соципотеке в республике сдали 117 домов. Жилищные условия улучшили почти 6 тысяч семей. Рамиль Галюлин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. К концу 2021 года все долгострои будут завершены. Читайте об этом в интервью директора Республиканского фонда поддержки дольщиков Ивана Новикова интернет-газете «Реальное время».
По работе награда в Казани сегодня чествовали призеров и победителей 5-го национального чемпионата Обилимпикс. Первенство рабочих профессий среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Татарстан представляли 90 конкурсантов. По итогам сборная республики заняла 2-е место, уступив лишь Москве. Сегодня с ними встретился министр образования республики Рафис Бурганов. С деталями встречи Рамиль Шайдулин. Объявляем открытым. Об этой победе говорят вслух, с не меньшей гордостью повторяют и на языке жестов. Для тех чемпионов, кто не слышит, зато умеет побеждать. В зале призеры российского Обилимпикса. Они привезли республике 18 золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых медалей. Чтобы быть на уровне и даже их превзойти, конечно, нужно было стараться и придумывать, использовать самые передовые вещи, техники. На груди Александра Ефремова золото чемпионата. Он стал лучшим репортером-фотографом, сделал лучшие снимки, несмотря на особенности здоровья. Например, для колясочника-фотографа нужен дополнительный штатив, чтобы он мог держать фотоаппарат. Есть фотографы, у которых плохо работают руки, им трудно держать, тогда штатив. Словом, многое из того, чем участники приближали победу, можно видеть вот на этих фотографиях. Кто-то делал кирпичную кладку, кто-то сажал цветы, кто-то пек, а кто-то вытачивал детали наперекор всем обстоятельствам. У кого-то особенности со зрением, кто-то из них маломобилен. Несмотря на это, команда Татарстана заняла 2-е место против 3-го в прошлом году. Теперь я хочу стать токарем. Теперь они мастера более чем в 90 компетенциях. Финалисты национального чемпионата, они, как правило, уже очень быстро находят свое место в жизни, получают достойную заработную плату. И, конечно же, огромное спасибо президенту нашей республики, который 2-й год подряд уже награждает победителей так же, как и победители обычного национального чемпионата. Они получили по 150 тысяч рублей за золото, 125 за серебро и 100 тысяч за бронзу. Александр Казаков выигрыш хочет потратить на развитие себя, как резчика по дереву. Задание в Москве было вырезать тарелку. Нужно было за 4 часа начертить и... Получается, остается 3 часа вырезать. Я вырезал на одном дыхании, чтобы, думаю, если я остановлюсь, то уже не так будет. Дальше в планах Александра открыть свою мастерскую, у других чемпионов попробовать себя уже в роли экспертов. В 2021 году страна примет 10-й международный Обилимпикс. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Кино в новом формате. Сегодня в Елабуге открыли модернизированный кинозал «Иллюзион» на 160 мест. Средства в размере 5 миллионов рублей были выделены по нацпроекту «Культура», утвержденного президентом Владимиром Путиным. В зале заменили кресла, установили новое цифровое оборудование, и теперь елабужане смогут смотреть фильмы в 3D и даже 4D формате. С открытием такого нового обновленного цифрового зала количество посетителей увеличится. Будут приходить с семьями, дети, взрослые, бабушки, дедушки. Потрясающее событие. От всей души поздравляю всех елабужан. Новогодние мечты исполняет президент Татарстана. 6-летний Данис из Елабуги посетил сегодня 75-ю пожарную часть вместе с мамой и братом. О своей мечте мальчик написал Деду Морозу и отправил ее на елку желаний. Сегодня семья увидела учение, технику, снаряжение, а Данису даже дали порулить пожарной машиной. Кроме того, мальчика подарили уменьшенную копию пожарной автолестницы, каску, сладкий подарок от президента, а также сертификат на приобретение спортивной шведской стенки от районной администрации. Напомним, ранее Рустам Минниханов исполнил желание 11-летнего Амирхана. Мальчик мечтал о полете на вертолете. Мы сегодня ночью не спали. Мы ждали, пока наступит утро, чтобы приехать в пожарную часть, посмотреть наши пожарные машины. Я пожарным. Пожарным будешь? Да. Хорошо, людей будешь спасать, да? Да. Здорово. А ты кем станешь, когда вырастешь? Тоже пожарным. Первый раз нам довелось осуществлять новогоднюю мечту ребенка. Почувствовал в какой-то степени себя Дедом Морозом, волшебником каким-то. Видел глаза, радость ребенка. Пожарная бригада неожиданно нагрянула в Казанский парк «Крылья Советов» и устроила переполох. Оказалось, что это московские клоуны из театра «Высокие братья». Для публики они представили уличное шоу «Дурацкий цирк».
увидеть. Сегодня в Казанском парке «Крылья Советов» такую пожарную бригаду ожидали немногие. Они бегают, шумят, гремят, приехали явно не тушить пожар, а представить шоу. Так артисты уличного клоун-театра «Большие братья» завлекают зрителей. Через считанные минуты у елки уже сотни горожан. От таких трюков зрители явно в восторге. Некоторые неожиданно для себя становились частью шоу. Наша съемочная группа тоже невольно оказалась в центре внимания. Кажется, что даже взрослые, глядя на спектакль «Дурацкий цирк», чувствовали себя детьми. Танцуй! Сказали танцевать, я танцую! На лицах детей радость, в глазах восторг. Это как раз то, что нужно для новогоднего настроения, говорят родители. Здорово, вообще так интересно, ребенку очень нравится. Классно. Расскажи, как тебе этот цирк? Мне очень понравилось, и мне очень круто здесь. Мы специально приехали вот с другого конца города, чтобы посмотреть на них. Мы всю программу смотрим, где что показывают, где что будет. Поэтому мы с детьми ездим, чтобы им дарить праздничное настроение. Несмотря на мороз, расходиться зрители даже не думают. Кстати, клоун-театр будет колесить по Казани. Посмотреть «Дурацкий цирк» можно в парках города до Нового года. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. В новогоднюю ночь жители Альметьевска увидят настоящее чудо. В рамках проекта «Сказки о золотых яблоках» в центре города появятся два уникальных арт-объекта. Первая в России – постоянная медиаинсталляция, 10-метровая световая скульптура. Над ними сейчас работают инженеры и художники из Москвы. Каким будет новогодний подарок, первой увидела Филюза Хамидуллина. С наступлением сумерек городская котельная превращается в уникальный арт-объект. Со всех сторон здание освещается лазером. Необычное сочетание архитектуры и изображения. Это первая в России такая медиаинсталляция. Над проектом трудятся инженеры из Москвы. Уникальность, что контент, он будет подготовлен с некой историей, с неким посылом. То есть это история нефти. Световая проекция создается с помощью 7 лазеров. Это нестандартное техническое решение. Лазерные лучи охватят все стороны здания, все 360 градусов. В мире пока нет таких инсталляций, говорят инженеры проекта. Практически человек может обойти весь этот объект и увидеть какие-то определенные графические картины. Здесь мы контролируем каждый лазер по отдельности. Это центр управления инсталляцией. Менять изображение можно каждый день и управлять с мобильного телефона. Пока объект работает в тестовом режиме. Первую световую проекцию альметьевцы увидят в новогоднюю ночь. Поднимаясь по ступеням, можно видеть, будут такие закручивающиеся спирали. Рядом с котельной появится еще один арт-объект. 10-метровая световая скульптура «Солнечный факел». Символ нефтяного края. Раньше в городе было очень много газовых факелов. Они светились повсюду, и это такой, образ уходящей натуры. Сейчас идет монтаж конструкции. Светодинамическая система преобразовывает солнечную активность. Автор – известный московский художник Виктор Поляков. Будет ощущение хаотики, ощущение пламени, горящего на самом теле скульптуры. На скульптуре будет установлена и смотровая площадка, откуда жители смогут увидеть всю красоту города. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Спортивная жизнь пополнилась еще одним увлечением. В Бавлинском районе открылась модульная лыжная база. Спорт-объект появился благодаря республиканской программе строительства блочных баз. Потратили из бюджета республики 7,5 миллионов рублей. Здесь душевые кабины, раздевалки. Также будет осуществляться прокат лыж и будут работать секции. В этот же день в Бавлах открыли сезон, как и полагается, лыжными гонками. Благодаря существующим программам, которые есть в нашей республике, была построена лыжная база. Из муниципальных денежных средств, выделенных муниципальных денежных средств, было произведено обустройство лыжной трассы протяженностью 1300 метров. И вот я считаю, что это, конечно, большой подарок всем нашим бавлинцам. Мне все понравилось, открытие, когда особенно можно в тепле потом посидеть, попить чайку. Трасса вполне хорошая.
Спортивный год завершили традиционным футбольным матчем. Представители Министерства спорта республики провели игру против спортивных журналистов Татарстана. До этого Владимир Леонов подвел итоги непростого для спортивной общественности года. Смогут ли санкции ВАДА отобрать у Казани крупные события? Подробности у Алмаза Гафиетова. На улице легкий морозец, в манеже жара. Пока все трудятся на корпоративах, чиновники от спорта на футбольном поле. Традиция прижилась удачно. В рамках реализации нацпроекта «Спорт. Норма жизни» и в рамках различных турниров провела достаточно большое количество мероприятий, инфраструктурные изменения есть. Я думаю, что эта динамика будет продолжена, а этот матч является на то ярким подтверждением. Ни разу игра между профильным министерством и командой СМИ не завершалась крупным разгромом. Сейчас и вовсе боевая ничья 8-8. Мы снова хотим доказать, что мы не просто диванные эксперты, а действительно умеем играть в пасы, забивать голы. Спасибо большое министерству, хорошие условия. Хочется, чтобы молодежь подключалась не только в поле, как у нас большое количество футболистов, но и в воротах. Мы никаких соревнований не отменяем, все у нас по плану. Это уже пресс-зал. Минспорта подводит итоги. Конец года омрачил вердикт антидопингового агентства ВАДА. Но все запланированные международные турниры в Казани будут, успокоил министр. Знаем свою списочную численность, о которой я сегодня говорил. Мы этих спортсменов готовим. Они практически всегда у нас на сборах, либо на соревнованиях. Все, что касается, так скажем, нас как региона, мы полностью их поддерживаем. Уверены, что все разрулится, что наша сборная поедет на, значит, эти соревнования, потому что, в общем-то, для спортсмена Олимпийские игры – это вершина спортивной, наверное, карьеры. Следующий год олимпийский, пока надежды на участие во всемирных играх есть. А Татарстана 38 кандидатов в состав национальной сборной. Верим в лучшее. Алмаз Гафиетов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До следующего года. С наступающим. Всего вам доброго. Всем привет! Ровно 3 дня осталось до Нового года. Через 3 дня уже можно будет наконец-то начать есть салаты и мясо, которые уже давно заготовлены и лежат в холодильнике. Ну а перед оливье предлагаю немножечко прогуляться по новостям интернета за прошедшую неделю. Это рубрика «В сети». Начнем! Казань уже вся украшена и готова к празднованию Нового года. Казань very beautiful, amazing, fine and great. Именно так бы охарактеризовал Казань Виталий Мутко, но он просто написал в своем инстаграм «Хайырли ирте, Казань к встрече Нового года готова». Причем, судя по инстаграму Виталия Мутко, он по многим городам ездит и проверяет готовность. Скажу вам по секрету, посмотрев все фотографии, скажу, что Казань самая красивая. Так держать! В подготовке к Новому году больше всех отличился Новосибирск. Там установили каток очень необычной формы, которая, кстати, очень возмутила жителей Новосибирска. Но, как пишут пользователи в комментариях, каждый думает в меру своей испорченности. Главное, есть каток, и слава богу. А как вы относитесь к подобного рода архитектурным решениям? Но главное новогоднее настроение создают сами жители городов. В Казани, например, замечено вот такое новогоднее такси. Это же в Инстаграм был уже какой-то Новый год. Ну, вечером, конечно. Мне кажется, там сразу должно было начаться ток-шоу «Такси», разыгрывать подарки и так далее. Думаю, было бы очень весело. Хотя где-то я уже такое видел. В одном из супермаркетов Татарстана замечена самая креативная елка. Елка вверх дном. Причем непонятно, почему они так ее установили. Есть версия, чтобы не мешалось, ну или чтобы не воровали игрушки и мишуру. А как вы считаете? Казанцы, кто хочет получить или уже получил подарок от сотрудников ДПС? И это я сейчас не про штрафы или что-то подобное, это я про реальные настоящие подарки. Кого лепят на Новый год из снега? Кого лепят? Снеговика. Вот такой полицейский Дед Мороз в Казани радовал и раздавал подарки пешеходам и водителям за правильные ответы на новогодние вопросы. Так что, если вас остановят на дороге, не спешите расстраиваться. Вдруг вам подготовили подарок. А сейчас чуть отклонимся от новогодней тематики. Девушка из Набережных Челнов заново родилась.
Нет, это не какие-то медицинские эксперименты. Просто девушка шла мимо нового дома, и тут... Поэтому пользователи в сети прозвали это видео как «второе рождение девушки». Друзья, будьте осторожны. На просторах татарстанского интернета замечена Девяника с магическими способностями. Какие магические способности могут быть у Девяники, спросите вы? Те самые. Мечта любого татарина. Хоп, в чае молоко появилось. Хоп, треугольники. Хоп, губадия. Хоп, Белеш. Хоп, Акбарш чемпион. Хоп, Рубин чемпион. Хотя здесь магия Девяники вряд ли поможет. А вот магия Слуцкого может. А сейчас даже традиционная рубрика в сети с президентом. Ну, начинается у нас тут все с красивого и, надеюсь, вкусного тортика. А после сладкого нужно и спортом заняться, поэтому Рустам Минниханов отправился на каток в парк Черное озеро и вместе с Ильсуром Медшиным сделал парочку тулупов и акселей. Далее республиканская новогодняя елка, где президент исполнял мечты наших детей. Первая же мечта сбылась в этот же день. Мальчик Амирхан прокатился вместе с президентом на вертолете. Так что, друзья, не забывайте верить в чудо, потому что оно есть. То, что ты просто написал письмо и думаешь такой, ай, ладно, не исполнится, но все-таки надо верить, и она будет исполняться. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Первую строчку занимает сериал «Ведьмак» 2019 года. На втором месте «Мой бизнес РФ» – проект, направленный на развитие и поддержку предпринимательской деятельности в России. И замыкает топ поздравления с Новым годом. Вот и я вас, друзья, поздравляю с Новым годом. Ура! На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Здравствуйте! О погоде после полезной информации. В Новый год с новым шкафом-купе. Успейте заказать шкаф-купе вашей мечты в Данил Мастер с новогодней скидкой 20%. Приходите, Казань, Восстание 23. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево ожидается малооблачная погода. К вечеру заметно похолодает. Минус 11-12 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге малооблачно, без осадков, морозно до минус 11. В Багрызе, Менделеевске, Актаныше также будет малооблачно. Вероятность осадков небольшая, минус 10. В Барске, Кукмаре, Балтаси без существенных осадков, но облачно, минус 9-11 градусов. В Болгаре, Дрожжином, Буинске малооблачно и холодно, до минус 9. Такая же погода ожидается в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Без осадков до минус 10. Морские деликатесы от магазина «Азбука океана» ждут вас ежедневно с 8 до 20 часов по адресам в Казани. Московская, 48, торговые центры Бахетле на Павлюхина, 57 и Ямашева, 71А. Рыба от сельди до семги и сибаса. Икра красная и черная. Морепродукты от креветок до мидий и осьминогов. Все по очень выгодным ценам. Где? В Азбуке океана. На Московской, 48, а также в торговых центрах Бахетле на Павлюхина, 57 и Ямашева, 71А. Мясоперерабатывающие предприятия «Дуслык» и «Селамет». Производители продукции «Халяль». Выпускаемый под контролем Комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ-РТ. Представляет широкий выбор колбасной продукции, мясных деликатесов, полуфабрикатов «Халяль». Также представлена линейка «Эко» и «Премиум». В столице нашей республики малооблачно. Днем около 9 градусов ниже 0. Ветер северо-восточного направления умеренный до сильного, до 8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 84%. Магнитное поле Земли спокойное. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез.
Доктор Ост предлагает иные, современные решения. Инновационные технологии способны помочь пациентам с проблемами суставов любой сложности. Не просто уменьшить боль, а спасти родной сустав. Без операции и без протеза. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены.